Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапор или же погалам Елташлактин Дандане Эльвира Америкович. Иногда меня спрашивают, а знаю ли я людей национальности Мари, которые проживают здесь, в Америке? Чичкадан мы дечем йодат палетмам, мола Мари Калакам, кейлаташте Америкаште. Да, я знаю. Я знаю, живут национальности Мари в штате Колорадо, в штате Флорида, в штате Иллинойс. Я хочу вас, дорогие друзья мои, познакомить как раз с таким человеком, который живет в штате Иллинойс, в городе Чикаго. Он приехал из республики Мариэл, так же, как и я, из Горно-Марийского района, село Виловатово. И его зовут Вадим Алексеев. Познакомь нас с собой, Вадим. Пала мамашта, мемнандил ташлаком, шкеденет. Пурвада Тилялян, Менлемем Вадим, Манилам Мара Районгас, Виловатолагацен. Меня зовут Вадим, я приехал из Мариэл в Америку по программе Work and Travel в 2009 году. И я в тот момент учился в ЧГУ, Чувашский государственный университет. Мне было всегда интересно попасть в Америку, посмотреть. Когда я приехала сюда, я не разговаривала по-английски. А как у тебя было с языком? Ты кутринатмо? Английский елмедене кунам ташкатоланат. Как я приехал в Америку, и я очень плохо говорил по-английски, и я с трудом понимал американцев, и переспрашивал по 5-6 раз, чтобы мне объяснили, что меня спрашивают. Это, да, иногда мне было стыдно, но со временем, где-то 3 месяца, наверное, я уже начал спокойно говорить на разговорном. Как бы и культура, американцы как бы очень приятные люди в общении, с ними нет проблем, если по работе с ними общаться или на улице, в магазине. Приятные, общительные люди, культурные. С этим проблем не было. Это правда. Я согласна с тобой. Американцы очень приветливый народ. А что ты делаешь здесь, в Америке? Какую работу ты выполняешь? Мога пашам что Америка что? Я работаю дальнобойщиком, как говорят в Америке, трак-драйвер. И как бы, конечно же, я не мечтал стать дальнобойщиком, но это такая профессия, где не требуется образование, большое, там, идеальное знание английского, но при этом ты можешь зарабатывать очень хорошие деньги. Многие мигранты, которые с наших постсоветских республик выбирают эту профессию, позволяет как бы неплохо жить, обеспечивать семью. Да, я вот первый раз сел в 23 года, и вот уже 9 лет работаю на траке. О, да ты наш коллега. Ты такой же, как мой муж, водитель грузовика, водитель трака, or truck driver, как говорят здесь. Это здорово. Моткочсай. А как ты, Вадим, проводишь свое свободное время? Кузе яра жапетом? Эртарет. Свободное время в данный момент свободное время я посвящаю занятию стендапом. Это новое движение в Чикаго, то есть это появилось недавно. И это эмигрантский юмор, это то есть ребята, кто говорят на русском, для русской общины Чикаго выступаем, и как бы планируется, что это приобщить к этому все города Америки в будущем, что это очень
Мне это очень нравится, интересно, как бы получается, нужно какое-то творческое начало в себе развивать, поэтому вот ни одной работой, как говорится. Молодец, Вадим. Мы желаем тебе успехов в творчестве. Моткоч сай, тыланына тыланет, творчество штет усыга машем. Вадим, я знаю, что ты живешь в городе Чикаго. А Чикаго – это криминальный город. Как же ты там живешь? Расскажи нам. Кузе ты таги илен киртат тагай олаште? Да, Чикаго считается одним из самых криминальных городов не только Америки, но и мира. Но я бы сказал так, что это, скорее всего, один из районов Чикаго. Южный район, южные пригороды, там много преступности, много убийств. И как бы мы живем в той части Чикаго, которая считается очень безопасной. То есть нет такого, что там слышишь стрельбу по ночам или что-то, как, допустим, в том же Саутсайде, южный пригород. Слава Богу, что у тебя и у твоей семьи все хорошо. Моткоч пиаланувам, что таен и лошадь сай. Несмотря на то, что я здесь живу уже очень долгое время, я все равно помню свой родной марийский язык. Май шарнем ашке елмам, кутрем таштат мари елмадена. А вот ты, живя здесь в Америке, ты что-то делаешь для того, чтобы сохранить свой родной язык? Момоштеттае, елмам арален кодашлан. Тау, ваш мудетлан. Это сложный вопрос сохранения родного языка. Я думаю, это вопрос в первую очередь должен задать каждый сам себе. То есть, на своем примере объясню. То есть ты в кругу своей семьи должен говорить на своем языке, чтобы твои дети приняли этот язык, чтобы передавать какие-то культурные ценности, которые присущи своему народу. То есть я как бы стараюсь в своем кругу семьи говорить на своем родном горно-марийском. И со своей дочерью разговариваю на горно-марийском, хотя у нас нету вообще общения на этом языке, кроме семьи. Но я большой патриот своей малой родины, своего народа. Я даже дочку назвал старым горно-марийским именем Юлави. А какое красивое имя у твоей дочери? Юлави. Мога моткоч мотор люмом пуенат шкидретлан. И тут ведь шочен тышта. Она родилась ведь здесь. И ты назвал старинным горно-марийским именем. Молодец, Вадим. Я горжусь тобой. Как это здорово, когда люди, живя вдалеке от родины, все равно разговаривают на своем родном языке. Моткоч сай, Вадим. Шке елметем от монда, тенар турашты илет гнат. Вадим, а вот какой совет бы ты дал людям, которые бы пожелали поменять свою жизнь, неважно где? Какой совет я бы дал людям, которые хотят поменять свое место жительства? В принципе, нам и на этот вопрос, и на другой, как там поменять работу, поменять круг общения, поменять что-то еще в своей жизни. Если вам не устраивает что-то в своей жизни, то я считаю, надо менять. Как бы не вижу никаких ограничений в современном мире переехать куда-то,
сменить деятельность. То есть ответ банальный. Если хотите, то меняйте. Не надо бояться. Потом придется жалеть, что вы не сделали этот шаг. Так что я всем советую просто делать то, что вы считаете нужным, что вы хотите. Это самая лучшая формула. Со своей стороны я бы дала такой совет. Взять с собой доброту и приветливость. Счастье каждого человека зависит от самого человека. Поэтому добрые и приветливые люди найдут свое место под солнцем. Дорогой Вадим, я искренне благодарю тебя за твое время. Пагаламе Вадим, пешку гутао тайын жапетлан. Тайын пумо интервьюетлан. Спасибо за интервью. Пусть у тебя и твоих все будет хорошо в жизни. И лышыштыда лижечела сай. Несмотря вот на наши возможности, я взяла интервью у Вадима на расстоянии. Но я все равно очень надеюсь, вам было интересно узнать, как живут люди из Республики Марий Эл здесь, в Америке. И шанен кодам таланда келшен теде видео и тендалан оле оңай пален налаш кузе Мари Калак и Лад Тышты Америка. Пожалуйста, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и распространяйте мое видео. Всем всего доброго. С вами была Эльвира из Америки. Кеша возалтын огыл мыйын каналышке, возалтсы. Ончык жат, ончыкташ тӱҥалам тендалан оҥай илышым. Америкыште улшо калыкым. Шарыза мыйын видео-влакым, лайкым шындаш ида мондо. Кодыза комментым. И вес гана марте чыла лийже сай тендан илышыште. Тендан дене лийын Эльвира Америка гычын.